А сейчас я предлагаю вам внимательно посмотреть на экран и попробовать догадаться, что это. Да, это обычный недорогой березовый черенок лопаты, который силами волонтеров становится важным помощником для наших бойцов. Вот удивляет меня смекалка и находчивость наших людей. Мы уже рассказывали, как нурлатцы отправляют на фронт котов, чтобы те победили полчища грызунов, доставляющих бойцам на передовой много ненужных хлопот. Другие кулибины разработали вариант экоокопных свечей из шишек. Они меньше чадят. И вот, возвращаясь к черенку лопат. Юные воспитанники кружка «Золотые ручки» из Буинска придумали из них делать трости для раненых бойцов. Причем изделия доводятся до такого совершенства, что их можно смело предлагать для торговли медицинским оборудованием. Самые теплые побуждения многих жителей нашей республики, желание помочь ребятам на фронте, постепенно превратились в целое движение, имеющее одну цель – поддержать наших героев на пути к победе. Репортаж Ленара Балиулова. Каждый раз ко дню отправки очередной партии груза члены волонтерского движения Апасовского района придумывают что-то новое, необходимое бойцу в зоне специальной военной операции. В этот раз на фронт пойдут коробки с домашней лапшой. Все началось с того, что в предыдущий раз в единичной посылке этот продукт уже отправляли солдату. А там суп, приготовленный из нее в окопных условиях, очень понравился. И теперь здесь готовят в промышленных масштабах, как оказалось, такой необходимый, а главное, домашний продукт. И это только начало. Далее мы планируем запустить, можно сказать, производство супов быстрого приготовления. Это будут полностью натуральные супы из натуральных овощей и лапши. В Апасовском районе работает 12 ячеек по сбору и производству грузов. Особая гордость – это женская бригада, которую 1,5 года назад организовала Сания Софиулина. При полной поддержке администрации района на конвейерный поток было поставлено производство, например, бескаркасных носилок. Только в прошлом году их сделали 700 штук. И, соответственно, в медицинские роты отдаются. Конкретно вот у нас есть, мы укомплектовываем подсумки, и там каждому бойцу укладываем в эти подсумки носилки. И, в общем-то, их обучают, как пользоваться ими. И приходит, да, вот как раз у нас вот приходят оттуда обратные отзывы, как они благодарны, что это очень нужно. В швейной мастерской на базе подросткового клуба «Алга» представительницы прекрасной половины человечества, как они определяют себя, серебряного возраста, 4 смены изготавливают подсумки для медикаментов, подушки для раненых, вяжут теплые носки. Фахинор Набиуллина отдельно открыла свою линию одежды, необходимой для раненых солдат. Специальных распашных сорочек со специальными боковыми тесемочками. 5 февраля отправят 60 сорочек. Мы подумали, чем помочь, просмотрели весь интернет. Переговорили с одной работницей ростовского госпиталя, которая и рекомендовала нам шить именно распашные сорочки с открытыми боками. Только мы не стали ставить липучки, так как это может нанести вред телу раненых, а остановились на варианте тесемочек. А это уже Буинский район. Школьники производят окопные свечи. К сожалению, в полевых условиях, когда враг следит за тобой и днем, и ночью, ни костра не разведешь и, соответственно, пищу не приготовишь и не согреешься. Эти свечи очень эффективные, они не чадят и они очень компактные. Но за счет высокой теплоотдачи на них можно разогреть еду и от них можно погреться. Для начала измеряем банку, и получается 7 сантиметров. Потом на гофрокартоне отмеряем это и позже вырезаем. И смягчаем его. Потом скручиваем. Мы вставляем фитиль и позже заливаем парафином. После этого у нас есть письма. В данном письме здесь написано: «Поздравляю вас с наступающим Днем Защитника Отечества. Желаю вам хорошего здоровья, спокойного сна, всего самого хорошего вам. Возвращайтесь живыми. Надеюсь, эта свеча будет гореть в вашем сердце». Приклеим к банке, и получается вот такая окопная свеча. В этой школе педагоги вообще грамотно и рационально подошли к организации производства. В одном классе дети нарезают картон на специальные полосы, упаковывают их в жестяные банки из-под консервированных продуктов, тут же пишут письма с пожеланиями, душевная теплота которых сравнима с теплом этих свечей. Здравствуй, солдат, пишет тебе ученица 5 класса. Желаю хорошей службы.
чтобы ты вернулся живым. В другом кабинете на маленькие кусочки разбивается парафин для последующей плавки. Ну а финальная стадия – это заливка расплавленного парафина в банку с картоном. Кстати, в процессе съемок мы познакомились с настоящим македонским, только Михаилом. И, как оказалось, он очень любит историю России, разбирается в ней, и он озвучил свой прогноз по итогам СВО. Ты как думаешь, победим? Нет? Конечно, победим. Чего? Ну и не таких выигрывали, так сказать. Побеждали, много войн. Россия сильная страна, с нами Бог. В Буинске пошли путем поиска новых решений в помощи фронту. Например, нашу съемочную группу удивили в центре внешкольной работы. На базе кружка «Золотые ручки» дети активно помогают своему учителю в изготовлении тростей для раненых солдат. Даже более того, по словам педагога Айрата Гемранова, если будет нужно, он готов изготавливать костыли. Тут же в этом центре работники плетут своими руками, казалось бы, некое украшение – браслет. Но на самом деле это армейский браслет из 5-метровой крепкой веревки, распутав которую можно использовать в медицинских, например, как жгут для остановки крови, хозяйственных и иных целях. Вроде так просто, но так необходимо. Уже 6 февраля гуманитарный груз отправится на передовую. Волонтерское движение в республике – это огромная армия неравнодушных и активных. Только в Буинске их более 2000 человек. Более 21 миллиона человек. Это 15%, более 15% всего населения нашей огромной страны. Это армия целая. Огромная армия. И, конечно, сегодня особенно важно и особенно ценно, что вы поддерживаете наших ребят. В Татарстане волонтеров более 100 тысяч. Это огромная армия людей различного возраста и социального статуса. Первоклашки из Буинска, кстати, тоже приготовили для наших родных ребят свою поддержку – обереги. Талисман с единственным пожеланием, чтобы были живы и здоровы. Ленар Валиулов, Андрей Ключников. 7 дней.